Друзья, добрый день. Дядя Кротшин. С вами снова Лейла. И мы снова, что-то мне понравилось разъезжать, мы снова с вами едем. Но сейчас я еду просто в оптовый магазин за моющими средствами. Я так и не съездила туда. Сегодня видите, какой у нас день. Не знаю, видно вам или нет. Солнечно, красиво. Я уже и шубу сняла в курточке демисезонной. Одела курточку и поняла, что я поправилась, конечно, капитально. Ну ладно, друзья, мое такси приехало, и мы поехали. Поснимаю вам, может быть, в магазине, и потом, что я куплю. Так, друзья, я уже приехала в магазин. Так, тут короче, все вместе. Есть посуда. Сделаем вам небольшой обзор, прежде чем что-то куплю. Интересные баночки. Так. Вот для спагетти я все-таки тот раз покупала вот такой вот, может, кто-то помнит. А у меня по пути я сломала его, видимо, когда ставила сумку. Вот эту надо будет взять для спагетти. Интересная очень. Посмотрим. Так. Так, 9 килограмм, 700 рублей. Рель. Так, персил 400. 400, что ли? Точно не помню. Переправлено, не видно, что. Даже не знаю, какой взять. Так, салфетки всевозможные. Ванны. Так, наверное, вот эту вот швабру можно будет взять, но она такая простая. Так, тоже красивые баночки, правда, для сыпучих. Нет, есть несколько, но надо будет купить. Но сегодня вряд ли. Я буду что-то покупать из посуды. Мельница для перца. Так, для салфеток красивая штука. Мне нравится такая тоже. Симпатичная. Тоже интересное блюдо для запекания. И есть вот корзина там. Симпатичнее. Ножницы такая. Тоже красивая. Гусятницы. Так.
Толстые доски. Что-то этим гелями не очень-то люблю пользоваться для стирки. Так. Ну, здесь, короче, относительно дешевле, чем у нас в селе. Это недалеко от нас, на перекрестке, но дешевле, чем в наших сельских магазинах. Здесь все есть, и игрушки, и обувь кое-какая, и посуда, как видите, вся бытовая химия. Я надеюсь, меня слышно, просто мне бывает неловко снимать в магазинах. Блюда было. Так. Кондиционер. Шампунь. Говорят, что шампунь Пантенол очень хороший.它很像黑里面就。Клееночки. Канцтовары. Короче, есть все. Сушилки для белья, гладилка. Не надо на гладильку купить эти. Тут никак не могу размер себе взять. Так, ну ладно. Такой небольшой обзорчик я вам сделала. Колготки тут еще дешевые бывают. Носочки разные. Все, пойду. Может, яички посуду купить? Мы как-то покупали уже один раз. Это для мальчика набор. Так, лошадка. Можно яички такую лошадку тоже купить. Так, рядом тут еще есть магазин такой. Магазин посуды. К сожалению, тут нет света, и у меня вспышка что-то не включается. Ну, наверное, будет видно. Чайники интересные. С подогревом. Небольшие
маленькие. Доски разные. Это уже другой магазин, я из того магазина вышла. Так. Интересная сахарница. Красивый для рыбы. Кастрюлька северtima. Ох, ne bora ходи. 1580. 1580. Такой наборчик. В тот раз я искала, не могла вот такие себе найти. А сейчас их тут целая тьма. И с крышками такие. Надо будет тоже купить, но не сегодня. Так, вот эти мне нравятся тоже. Для соуса, для чего-то так. Вазы интересные. Кастрюля. Для пиццы сковорода. Для запекания много чего. Для пиццы разные сковородки. Такие формочки для кексов. Очень удобно. Короче, нужны только деньги. Остальное все есть. Хорошая сковорода тоже. Так, мне тоже надо будет понемножку, конечно, посуду обновлять. Кастрюли красивые. Вот удобные 230. Что-то ставить в холодильник. Так, ну ладно, все. Тут так. Такой хорошей посуды в этом магазине нет, но все это повседневку. Видите? Все такое повседневка.
приемлемые цены, все хорошо. Планетарные. А ух, планетарные на этих сбивалках. Да, 5400 где-то стоит. Ну, там они разные. Или я не помню сейчас. 5400. Они от 6, по-моему, начинают. Ценник по ответственно. Нет, я не вижу пока. А, вот, 6490. 6400. Ага. Там еще есть побольше. А, вон 7990, да? Да, там объем. 6600. 70,5. А, ну смотря какая мощность, объем. Да, и фирмы вот эти рояльки, а этот Бион называется. А фирма какая лучше? Ну, кому так, кому так. Они, в принципе, на уровне обе. Батареи. Так, ну, друзья, небольшую свою покупку хочу показать. Много чего, конечно, я не купила. Но вот все, что я купила. Значит, купила вот такие вот 3 тряпочки по 150 рублей. Не знаю, что-то это новенькое было. Посмотрю, что. Не могу сказать, как. Губок у меня не было на кухне. Купила такие губки. Так, я пользуюсь хозяйственным мылом. Всегда стираю тряпки хозяйственным мылом. Ну и кое-что еще мне всегда бывает нужно. Короче, купила хозяйственное мыло. Купила вот такое вот мыло. Так, значит, купила вот таких вот 2 пятновыводителя. Вот такой вот отбеливатель. Не знаю, беру первый раз, что это будет, не могу сказать. Вот такой вот кондиционер для белья. Нужен бывает, особенно когда полотенце стираю. Ну вот АОС, жидкое мыло в ванну. Вот. Это тоже для ванны, для унитазов, спички. Купила вот такой вот персил, порошок 4,5 килограмма для цветного белья и Ариэль для белого белья 6 килограмм. Вот точно не могу вам сказать, сколько он стоит. 500 с чем-то был Ариэль. 405. Так, ну, зубную щетку мне надо было уже менять свою. Месяц, как я пользуюсь. Месяц один раз я меняю щетки. Такую вот зубную пасту Сивак. Всегда покупаю такую. И все-таки купила вот этот вот контейнер для банку для этого. Для спагетти. Я помните, когда-то, не знаю, кто со мной давно, наверное, помнит, что покупала одну такую, но она была, во-первых, чуть-чуть ниже, спагетти так не помещались у меня, и, в принципе, пока я везла, видимо, сумку мальчики поставили на пол, или как-то она у меня уже лопнула, пришлось выкинуть. Так, ну все, вот такая маленькая покупочка. Вроде бы поехала в оптовый магазин, а купила кое-что только. Так, значит, из еды, в принципе, ничего такого не купила. Рядом тоже магазинчик заскочила. Взяла вот эти вот шоколадки, кукуруза, фасоль, грибы и вот 5-литровую канистр растительного масла. Так, где-то цена была. А, на крышке вот 500 рублей, короче, 5 литров у нас это стоит. Потом, что я еще купила? Купила вот такие вот чашки, кружки, как они называются. 6 штук. И чай. Потому что мы уже все свои стаканы, все свои чашки разбили. И у нас практически хромоногие только остались. У нас посуда, не знаю, настолько бьется, наверное, только у нас. У людей, наверное, так посуда не бьется. Ну и блюдце купила, потому что мы всегда вот так вот ставим, чтобы в блюдце был стакан, чашка. Так, купила 6 этих блюдц и 6 этих кружек. Ну, в принципе, небольшая покупочка. Так, в хозяйственном, значит, в этом магазине я потратила 2500. Это 536 рублей обошлось. Чашки и блюдца. Ну и точно не знаю, 500, 120, 75. Ну, где-то 700 рублей, наверное, в этом продуктовом магазине. 3 с лишним, 3500. Вроде бы ничего не куплено, 3500 нет. Вот так вот, друзья. На этом мои покупки. Не знаю, конечно, показывать вроде бы не так уж и много чего у меня. Ну,
сколько есть. Мне хватит, даже, может быть, даже больше месяца хватит порошка, потому что сейчас зима, мы не так сильно и пачкаем вещи, конечно, но тем не менее пачкаются все. Шампуни, все это у меня было, остальное все у меня было, поэтому я не стала покупать. Просто взяла то, что у меня нет. Вот так вот обзор моей небольшой покупки. Так, друзья, я в своем репертуаре. Из меня плохой оператор и плохой блогер, наверное. Дело в том, что решила сделать вафли, делала тесто, показывала, даже показывала все от начала до конца, причем разговаривала с вами, выпекла одну вафельку, смотрю на камеру, думаю, дай-ка посмотрю, я опять выключенная стоит, что-то не то, я не знаю, или это со мной что-то не то, или мой телефон глючит. Короче, решила сегодня сделать вафли, друзья, на ужин. Сняла для вас распаковку, то, что была в магазине. И думаю, давай-ка я сначала сделаю вафли, а потом уже ужин буду готовить. И смонтирую ролик и запущу его сегодня. Вот, друзья, значит, что раньше мы часто делали эти вафли, и у меня в доме часто их пекли, но я что-то очень давно их сейчас не делаю. Наверное, месяца 2, как мы не делали. Я просто, если честно, даже их не делаю, потому что я их ем в горячем виде сама. Но они же в горячем виде тем более не очень-то полезны, можно сказать, как видно, для меня. Тем более, что я сегодня, одев свою куртку, поняла, что насколько я поправилась. Ну ладно, не суть в этом. Значит так, друзья, ну эти вафли, наверное, знают все. Тут у меня 10 яиц, стакан масла сливочного растопленного, стакан сахара и стакан муки. И все, и будем теперь печь вафельки. Так. Я вот один покажу, а потом уже, наверное, в готовом виде вам покажу, чтобы долго вас не задерживать. Тряпочка. Ой, это, конечно, работа такая. Так, ну вот, друзья, процесс пошел, как говорится. Вот она, вафелька. Так, это у меня инкубатор, я его выключала, потому что подсоединяла тут разные эти, поэтому этот звук инкубатора, друзья. Он у меня еще стоит здесь, пока не вынесла. У меня еще один гусенок вывелся и 5 цыплят вывелось из следующей партии. Но я их понемножку, как накапливались 10 дней гусиных яиц, так их и ложила. Вот, получается, теперь один только вывелся, один гусеночек и 5 цыплят. У одного цыпленка ноги разбегаются, я ему, ой, мамочки, повязала этой веревочкой, положила, не знаю, что будет. Короче, вывод в этом году, конечно, не важно. Вчера, как вы видели, я отдыхала с внучкой. Большое вам спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши пожелания. Мне было очень приятно. Мне даже некоторые мои блогеры, девочки, друзья, знакомые говорят, что у меня самые адекватные и самые хорошие подписчики. Так что мне даже завидуют в этом плане. Несколько мне блогеров сказали, что у меня очень адекватные подписчики. Спасибо вам большое-большое. И новым подписчикам, и моим старым подписчикам. Я вам благодарна за ваши слова, за ваши пожелания. Это действительно очень многого стоит. Я вам очень-очень благодарна. Но этот процесс сейчас будет долгий. Я не буду вас занимать этим. В принципе, ничего такого. Но просто это мой сегодняшний кусочек моего сегодняшнего дня. Поездка в магазин. То, что я купила. И вот эти вафли я вам покажу сегодня. Чтобы быть с вами каждый день. Потому что если меня нет каждый день, то некоторые девочки мне уже звонят в личку на WhatsApp и говорят, где, что, почему, что случилось. Поэтому, чтобы я у вас была каждый день в гостях, я буду понемножечку вот так вот выкладывать, что я делаю. Сейчас пока отключусь. Так, и, друзья, пока у меня
пекутся вафли, я уже успела пропустить. Вот видите, черемшу. Мы вчера купили черемшу, как я уже говорила. Сына сразу послала, даже не вчера, а позавчера, когда мы картошку ели. Мама уже 2-3 раза даже тушеную ее поела. А это я специально оставила, чтобы вот ей сделать именно со сметаной, чтобы она их ела. Так. Вафли у меня собираются, как видите, уже потихонечку. Вроде бы нормально получаются. Я боялась, что у меня было сливочного масла мало, я чуть-чуть добавила топленое. Боялась, что они будут слишком жирные, что ли, что-то будет, но они вкусные. Я уже схомячила один. Так, вот сюда я сейчас добавлю вот этот весь сахар, говорю, соль всю, потому что должно быть, чтобы было много соли, чтобы оно не пропало. И все. И теперь вот это вот хорошенечко перемешаю. И в холодильник баночки закупорю хорошо в баночку. Ну, с крышкой которая. И потом ее можно и, ну, до лета, конечно, оно не дотянет, его мало, я буду делать потом еще. А это пока. На пока, чтобы мама иногда вот себе в сметанку кидала. Она большая любительница. И, в принципе, с супчиком я тоже люблю на черный хлеб чуть-чуть намазать сверху. И с каким-нибудь супчиком, с борщом это тоже бывает очень вкусно. Вот так вот, друзья. Еще один вид приготовления черемши. Сейчас положу в баночку сразу. Так, здесь вафелька не сгорит. Нет. Так и нудная работа эти вафли. Пока они пекутся, у меня терпения нет. Очки съехали. Никак не разогреется мой инкубатор. Но пока не набирает температуру ей нужную, вот так вот пищит. Мне еще надо сегодня пельмешки делать. Заказ снова. Вчера был заказ. Мне дочка звонит, когда я у Аишки в магазинке. Ты вот так вот разгуливай по дочерям да по внучкам, а у тебя заказы, а у меня не было готовых пельменей. И снова опять старшая дочка меня ругала. Снова у тебя нет готовых заготовок. А я успеваю. Ну, видите, мало, конечно, получилось, но это просто так. Сейчас на первое время. Все. Но хранить, конечно, нужно в холодильнике. Интересно, вафли не пахнут? Вафли будут пахнуть. Так. Все. И вафелька готова. Я еще вот эти вот обрезки съедаю, так что я скоро, наверное, наемся этой вафли, что целую не надо есть. Не знаю, как ее собрать. И так, и так, и так. Видите, они получились хрустящие, как мне нравится. Вот смотрите. Наверное, слышно хруст. Так, ну дальше показывать не буду. У меня еще осталось тесто. Вот, мне нужно смонтировать, потому что уже 5:30. Я не знаю, сегодня зайдет ролик или нет. Ну, наверное, поздно зайдет, если что. Так что... А эти потом спокойно испеку. Ну, вот как-то так, друзья. На этом сегодняшний влог я хочу закончить. По ходу понемножку потом сделаю, как сейчас загружу, а то у меня очень долго грузится мой телефон. На этом все. Еще раз вам огромное спасибо. Всех благ вам, мира и благоденствия. И уже, как я сказала, вы мои самые лучшие подписчики. Новым подписчикам добро пожаловать. Я надеюсь, вы со мной останетесь. Ну вот как-то так.